Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам снова о якутских кошках, которые одновременно все и разом решили родить в июле. Куда ни шагни, везде или беременная, или вот уже родила. Мимо них проходят, через них перешагивают, кошки выходят к людям, просят помощи, на них не обращают внимания, как на мусор. Кошки разные, бездомные и почему-то ласковые. Кошки домашние и даже породистые порой, выкинутые за то, что родили. И такие нахлебники уж точно дома не нужны. Их выносят коробками. Одни ставят в подъезд, а другие жильцы из подъезда выносят на помойку. Сегодня хочу показать и рассказать о 4 пометах. Бело-рыжие котята с мамкой живут одни на заброшенной даче, где протекает крыша и идут там дожди и ливни. Мамка скоро уйдет в новый загул, а котята разбредутся и погибнут. Кормят люди только до 1 августа, заезжая изредка, и очень просят побыстрее забрать, спасти. Жесткий идет ливень, чуть-чуть уменьшается. Вот здесь кошки. Здесь крыша, но она из шифера. Вот здесь она протекала, там мы заделали ей. Теперь не капает. Этот раз пришли, у нее весь матрас тут мокрый был. Уж очень котята красивые и мамка ласковая. Как вот не спасти таких? Или вот кошка прямо на дороге, за день до родов. Только один человек обратил на нее внимание, что ее надо или убрать с дороги, ведь пнут и полетит, хоть в коробку положить, а лучше в клинику отвезти, но не успел простерилизовать, не успел отвезти. Она сразу начала рожать. Мужчина согласился сделать картонный домик и определить где-то строго до самолета, то есть недолго, на несколько дней. Они ему, конечно же, не нужны. Они опять окажутся на улице, если не забрать в ближайшее время. По третьей кошке, явно домашней, сиамская, она ленивская, совсем грустная история. Котята с мамкой были выставлены в подъезде, но вскоре их котят отнесли на помойку, а мать бегала, искала, стрессовала. Попросили найти человека, который это видел, забрать, ведь идут дожди. Нашли, забрали, но на несколько дней. Тоже надо спасать. Но что их ждет? Улица? Там, если пристроишь котенка, с ним поиграет ребенок в песочнице, так как это живая игрушка. Котенок убегает, естественно, и мать берет ребенку другого котенка, чтобы развлекался. Ну и хочу показать еще одну кошку, которой совсем не повезло. Просто для примера. Тоже родившая котят, но спасти никого не успели. Если редкий сердобольный человек не пройдет мимо и волонтер не добежит, то кошке не выжить. Сказали, что убили. Вот хочу показать вам, почему их спасаем и почему действовать надо быстро. Малейшее промедление и им не жить. И если люди забирают ненадолго, и ты им обещаешь забрать до ближайшего самолета, то слово надо держать. Даже если тебе некуда забирать, ты обязана забрать. И только на квартирную передержку, а не в общак. А квартирных тоже нет передержек, только платные, 5000 за душу. И пассажир в этом месяце только один, через несколько дней. Упустишь возможность, значит, котята окажутся на улице, погибнут, значит, все будет зря. Я обращаюсь к вам, друзья, помогите спасти эти жизни, помогите оплатить расходы по их спасению. Это и перелет, и содержание их в Питере на передержке. И надо купить обработки и вакцины. И мамок надо простерилизовать. Если вывести 2 помета, а больше мест и не дадут в самолете, то это душ 10 по 5000. Друзья, пожалуйста, помогите. Давайте спасем. Давайте не упустим пассажира. Пассажир будет на этой неделе. Нам надо их спасти. Иначе все зазря.